Есть, значит, вот. С одной стороны экзаменационная площадка на одном листе, на другом центр. Вот так, да? Где центр, там 4, там, потому что потом дальше адреса. Так, подожди, стоп. Прошу прощения за небольшую задержку. Будем считать, что она не техническая, а чисто организационная. Значит, уважаемые коллеги, сегодня наша встреча рабочая происходит по причине, значит, ответа и подготовки ответа Министерства труда и социальной защиты Республики Коми в части проинформировать их о возможности проведения независимой оценки квалификации работников на базе наших центров оценки квалификаций и экзаменационных центров. Значит, поставлю вас в известность, что у нас в Республике Коми на сегодняшний день создано 4 центра оценки квалификаций. Первый был это у нас ЦОК по сварке, руководитель Кожукала. Второй у нас был открыт тоже на базе общества НАКС Коми. Это СПК, вернее, Центр оценки квалификаций офисных специалистов и вспомогательных административных работников. Третий Центр оценки квалификаций был открыт по финансовому рынку на базе «Консультант плюс Коми» в 2019 году, в феврале месяце. Да. И последний у нас был организован Центр оценки квалификаций в области обеспечения безопасности чрезвычайных ситуаций. Это то, что касается Центров оценки квалификаций. У нас, кроме этого, создано 8 экзаменационных центров. К сожалению, по информации присутствующих, у нас присутствует только один центр. Вот. Это Центр оценки квалификаций в социальной и трудовой сфере. ЦОК-специалист. Значит, создан экзаменационный центр по организации проведения профессионального экзамена для подтверждения соответствия квалификациям соискателей положения профессионального стандарта. Специалист в области охраны труда. Создан он в Москве. В Москве находится. И я так понимаю, что присутствующий представитель центра, специалист, находится здесь. Очень печально, что нет Сыктывкарского политехнического техникума. Это первая организация СПО среднего профессионального образования, на базе которой тоже создан центр, не центр, а экзаменационный центр на площадке этой организации в области индустрии красоты. Что у нас сегодня происходит в этой части по развитию национальной системы квалификации в Республике Коми? Дело в том, что готовятся изменения в закон 238 о независимой оценке квалификаций. Значит, скорее всего, судя по последним данным с Национального агентства развития квалификаций, изменения в закон будут обнародованы, они прошли все уже, все этапы, так сказать, и в Государственной Думе там в 3-м чтении, вот уже, так сказать, крайние моменты где-то в конце ноября этого года. То есть в этом году мы уже получим изменения в этот основной наш федеральный закон о проведении независимой оценки. То есть я надеюсь в той части, что все моменты, которые были в старой редакции, где рекомендации некоторым категориям специалистов рекомендуют проходить независимую оценку, что все эти приставки, которые, будем говорить так, половинчатые, они будут устранены. Что происходит у нас сегодня? У нас в республике есть целый ряд предприятий, системообразующих, которые должны среди своих работников провести, как, собственно, должны. Мы рекомендуем и по решению Координационного совета, это было у нас в апреле, да?
Совет был в апреле. Да, в апреле, где было принято решение в части проведения независимой оценки тем организаций, которые относятся к системообразующих, к списку системообразующих. Они вошли в реестр, этот список этих организаций есть. Вот, их довольно-таки количество большое, я скажу, где-то 71 организация. Ну, я их, естественно, засчитывать не буду, но все они различного направления, различного вида деятельности, относятся к теплоснабжению и в систему ЖКХ, и относятся к нефтегазовой промышленности и лесопромышленного комплекса и так далее. И нам сегодня нужно понять, почему я, собственно, и попросил вас поприсутствовать. Каждый в своей части должен посмотреть, чтобы раз мы создали уже эти центры оценки квалификации, экзаменационные центры, чтобы они начали работать. Ну вот на примере нашего одного из основных центров оценки квалификации финансового рынка мы в 2019 году внедряли у себя пилотный проект «Геонок». Это государственная итоговая аттестация, сопряженная с независимой оценкой квалификаций. Мы в то время подписали соглашение с СПК, провели этот пилотный проект, провели независимую оценку квалификаций выпускникам средних профессиональных организаций образовательных. Вот. Есть по этому поводу заключение, есть аналитическая справка, есть, так сказать, рекомендации, которые последовали после этого проведения этого экзамена. И на этом все. Что самое страшное, самое интересное, что на этом прохождение независимой оценки именно в этой отрасли финансового рынка по специальности бухгалтера больше экзамены не проходили. Поэтому был создан СОК, мы выполнили все требования федерального закона и предназначение, так сказать, развития в регионах национальной системы квалификации, но у нас эта работа дальше не идет. Ну вот совместно с Министерством труда все-таки мы каким-то образом пытаемся эту работу все-таки возобновить, это однозначно. И мы сегодня предлагаем, если у вас обратная связь есть, если какие-то есть нюансы, есть какие-то вопросы, что мы разошлем еще раз этим системообразующим организациям. Вы их увидите. Можете, собственно, конкретно укажем ваши контактные телефоны, почты, там, сайты и так далее, для того, чтобы каждая организация могла напрямую выходить в центры оценки квалификаций и экзаменационные центры с просьбой проведения вот этого организации, проведения этого экзамена профессиональной независимой оценки квалификаций. Вот такая основная задача. Поэтому для того, чтобы нам и главе республики ответить и подготовить информацию, кто готов сегодня, ну, я понимаю так, что если центры оценки квалификации, экзаменационные центры, они созданы, то они в любом случае готовы к проведению таких экзаменов независимой оценки. Вот здесь присутствует и руководитель Центра оценки квалификации финансового рынка, и присутствует на связи на отдаленке Кожукала Анатолий Владимирович, это СОК по сварке и административных офисных работников. Ну, если по сварке еще движение у него идет, потому что к нему обращаются не только выпускники, а и работники, и организации, которые занимаются, ну, работают, эта специальность большая такая, превалирует в этих организациях, тот же Монди и другие промышленные предприятия республики и с Лукойла, значит, они, естественно, проходят у него этот экзамен. Это самый такой живой сегодня центр оценки квалификации, где привлечение соискателей, ну, прошло, так сказать, в таком порядке более активном. Все остальное, конечно, на сегодняшний день очень печально. Я знаю, сколько трудов стоило консультант Плюскоми создать этот центр оценки квалификации свой, где руководителем является Сергитова. Сколько они прошли всех согласований, сколько они получали, обучали экспертов у себя. И практически единственный момент, который был, это вот при пилотном проекте, когда проходил экзамен выпускники СПУ. И на этом все закончилось. Больше интересуются, спрашивают. Ну, на этом, собственно говоря, все и заканчивается. Поэтому очень печально,
чтобы дальше... Дело в том, что дальше не получится, как бы так сказать, уйти от этой ответственности, не прохождения этой оценки и так далее. Потому что и уже в законе прописано, что с 1 января этого года, 2020, применение профстандартов обязательно для тех категорий, где эти профстандарты есть. Но если профстандарты есть, значит, работодатели, кадровая служба должны внести изменения в свое штатное расписание, привести в соответствие должности и изменить им трудовые функции, прописанные в профстандарте. Если изменяются трудовые функции и должностные обязанности этого рабочего места, то, соответственно, и человек должен подтвердить, соответствует ли он вот этой компетентности, этой профессии, того места рабочего, которое он занимает. Потому что, если даже опять возвращаюсь к сварочному производству, к сварочной тематике, то Минтруд, вводя профстандарты по сварке, в области сварки, они выводят из своего реестра справочника ЕТКС, выводят вообще. То есть его нет сегодня. Нет сегодня разрядов сварки. Есть сегодня уровень профессиональной компетентности, который подтверждает на независимой оценке соискатель, который приходит на экзамен. И вот тогда это идет следующая цепочка. Это меняется. Руководитель знает, что у него на производстве работает специалист соответствующего уровня. Вот. Он, естественно, поручает ему, естественно, определенные задания квалифицированные, которые соответствуют его уровню подготовки и сдачи этого экзамена, который он подтвердил и получил там сертификат, и так далее. И для работника, естественно, это сегодня, если говорить с такой социальной стороны, то это и пенсионный фонд, и заработная плата, и все, что связано с работой. Даже когда вы заключаете там договор или контракт с работодателем, все это прописывается, и это все учитывается, что вы обладаете таким уровнем компетентности. И отсюда, естественно, я говорю еще раз, и зарплата, и все социальные ваши прописанные льготы, так сказать, все дело это учитывается. Единственное, что, конечно, вот еще бы хотелось сказать, чтобы не повторяться, но все-таки ждем изменения в закон, федеральный закон 238 о независимой оценке квалификации, где будет четко, ясно прописано все-таки обязательное прохождение этой независимой оценки, подтверждение своей профессиональной пригодности. Поэтому больше даже, может быть, то, что вы готовы сегодня, вот центры оценки квалификации, экзаменационные центры, вы готовы к этой работе, вы, собственно, и создавались для этого. Вот, что это будет, я думаю, что это будет большой наплыв соискателей, и придется работать в таком чуть ли не в авральном режиме. Это однозначно. С одной стороны, это и хорошо, и для вас, так сказать, оправдывать свое предназначение, и для соискателей, которые будут к этому стремиться. Единственное, что, конечно, вот нюансы, что сегодня практически много организаций находятся на удаленке. Мы находимся под распоряжением главы Республики Коми в плане ограничений определенных и возрастных, и уже, так сказать, на свой страх и риск руководители изолируют своих работников. Кто сегодня контактный, кто не контактный, но вы сами знаете, что всплеск идет, и это очень страшная ситуация. Вот. И, конечно, тут, конечно, не будет такого, что надо все бросить, побежать, выйти из дому и пойти сдавать этот экзамен. Хотя это, конечно, все будет учитываться, все это, если только соискатель объявится, то, я думаю, мы найдем путь, как провести этот экзамен в целом. Вот здесь присутствует и Министерство труда, и руководитель Центра оценки квалификации финансового рынка. Может, у вас есть что добавить? Или какие-то вопросы, может быть, есть? Может быть, нам, мы будем говорить, с Минтрудом решить, потому что нам в любом случае нужно будет информацию давать, отправлять этим организациям, руководителям. Я сказал, их 71 организация, это прилично. Вот сейчас, допустим, условно, даже половина из них пройти независимую оценку.
То, что мы готовы, я думаю, готовы. Это однозначно. Каждый, и Кажукала, и консультант плюс Коми, я думаю, ну и остальные тоже, потому что вот у нефтяников, Лукойле там, вот единственное, то, что мы вот никогда не стыковались с Виктором Андреевичем, социальным работником, но я думаю, что у нас есть электронные адреса и телефоны, и мы можем в любой момент связаться и уточнить все нюансы, которые возникают в этом процессе. Ну, в общем, как бы так, что больше не повторять, потому что информации-то как бы, ну, много-немного, но для меня нужно понять. Основная была задача сегодняшней встречи понять, готовы ли вы к экзаменам. Я понимаю, что если вопросов нет, то готовы. И я потенциально понимал, что готовы. Вот, и мы уже, естественно, дальше соберем всю эту информацию в определенный блок и отправим эту информацию вот этим организациям, которые прописало нам Министерство труда. Ну, вот такие моменты. Если у кого какие вопросы есть, пожалуйста, я слушаю. Вопросов нет. Ну, собственно говоря, я там вижу, вот Анатолий Владимирович пишет, что в 2020 году провели оценку 13 заявителей, сварщики. Это я понял так, наверное, это с производства, скорее всего, с производства. Также. И третий квартал что-то там еще. Да, это с производства. Ну, я вам скажу, 13 человек это тоже не то количество, которое, ну, собственно, хотелось бы, конечно, если бы там было 233 или там сколько-то, да. Вот. На первый и второй заявок не было. Это вы имеете в виду квартал или что это? На третий квартал. Ну, первый, второй, такие они, естественно, видно было связано с пандемией, с ограничениями определенными, поэтому, ну, как бы, наверное, так оно и есть. Только из-за этого. Анатолий Владимирович, а вот у вас второй ЦОП по офисным сотрудникам, административным работникам, кто-то обращался вообще к вам? Вы написали, что у вас есть возможность до 30 человек в неделю проводить по сварке, ну, с вашими... ну, вот по офисным вы отвечаете, что не было. Ну, понимаете, там вот эти люди, которые относятся к этой категории профессий, они в основном сидят в конторах, в офисах, или же денег нет, или же, ну, желания, понятно, нет, считают, что если посчитает каждый свой профстандарт, ужаснется, потому что ему нужно ему соответствовать. Вот, потому что мы это проходили, когда вот создавался ЦОП по финансовому рынку, и все считали, что все же бухгалтерию знают, все умеют считать, писать там, и так далее. И когда коснулись, ну, я вам скажу, немножко даже было и для взрослых людей это немножко было проблематично. Хотя при всем том считают, что люди продвинутые и так далее. Так что вот такие дела. Вот. У нас, конечно, есть потребность, это, если вы пока никто ничего не пишет, не спрашивает, есть потребность, конечно, создания центра оценки квалификации или же, в крайнем случае, экзаменационного центра. Это в области образования. В области образования. Сегодня вы сами знаете, что к образованию требования очень такие высокие, и к педагогам, к учителям. И вот мы буквально недели 2 назад я проводил вебинар в части применения профстандартов в образовании. Тема очень сложная, такая двухсторонняя печать, потому что там можно, а там, может быть, и не надо. Потом, значит, ситуация такая, 10 профстандартов было, сейчас 7. И я так понимаю, что еще 2 будут отзываться, потому что они не соответствуют тем требованиям современным, которые... Естественно, есть категории, ну, допустим, педагога, там, профессионального образования, да, чуть ли не основной такой блок учителей, преподавателей в этой части.
Вот воспитатель есть, там с ним все понятно, да. Вот. Потом есть такая проблема, и это, об этом даже говорил президент на какой-то встрече с министрами образования, когда вот готовились к школе, там, начало учебного года, было сказано, что обязательно привести даже те профессии, которые есть сегодня прописаны. Вот есть профстандарт на тренеров. Это СПК по физкультуре, да, физической культуре и спорту. Вот, оказывается, нет. Не тренер, а тренер – педагог или тренер – воспитатель. Потому что этот процесс, в любом случае, это контакт с людьми, это идет процесс воспитания, идет процесс обучения, а не только приемов там или еще чего-то, или как научиться плавать. Потому что воздействие человека, он в первую очередь, то, что он спортсмен, то, что он специалист, он в первую очередь должен быть еще и воспитателем, педагогом. Это однозначно. Вот. Ну, в общем, нюансов много. Я думаю, что все-таки вот это изменения придут к нам очень быстро в этот закон и даст нам возможность более, так сказать, и заниматься работой, потому что все-таки я скажу, большого секрета нет, все-таки я ношу эту мысль создания агентства по развитию системы квалификации Республики Коми. Ну, пока показывает ситуация, что не совсем все рады созданию этого агентства, потому что это все-таки будет структура. Это не только независимая оценка. Это не только независимая оценка. Даже есть такое понятие, да, как, ну, сегодня все говорят о такой категории, как наставник. Вы знаете, когда только произносится это слово, я всегда стараюсь услышать максимально для себя полезное, кто же каждый воспринимает, ну, естественно, каждый по-своему. Вот вся беда в том, что каждый воспринимает это все по-своему. Сегодня законодательно это название и обязанности, и профстандарта нет на это. Он готовится, и он будет в этом году уже, он будет в конце ноября, этот профстандарт по наставнику, где четко будут прописаны трудовые функции, его обязанности. Вот является ли педагог, допустим, или преподаватель наставником? Вот он потенциально им является. Но вкладывая в смысл не в тех людях, которые перед детьми сегодня преподают им предмет, наставляют, учат, обучают и так далее. Это те люди, которые... А это возникла ситуация наставник. Почему? Вот категория очень большая людей предпенсионного возраста, они, работодатели пытаются, естественно, брать помоложе, а эти люди остаются, имея опыт, имея и производственный стаж, они остаются немножко не у дел. И их можно в эту категорию заполнять вот этими людьми. И это будет очень полезно, потому что человек, который отработал на производстве 20, 30, 40 лет, конечно, он очень полезен для людей, которые обучаются этой профессии. Он может, кроме учебной программы, дать массу вещей, которые и практических, и навыков, и вообще как выстраивать, как находить свое место в жизни, в части того же рабочего места, на которое вы обучаетесь. И очень печально другая статистика и другая часть. Даже не статистика, а это реальность. Если сегодня диплом, который получает выпускник средней профессиональной образовательной организации, и в него прописано образование и специальность. Учитель начальный класс, педагог-воспитатель, техник, механик, ну и так далее и тому подобное. Или там парикмахер, понятно, там такой категории и так далее. Вот. Повар, кондитер. И самое страшное, что получает диплом высшего образования, бакалавра, написано только образование, а специальности профессии нет. Вопрос. Вот к нам, к работодателям, вот я больше 40 лет на производстве, говорят, вот, претензий много всегда выскакивают, тут работодатели никогда не вкладывают там воспитание, обучение там и так далее. Вопрос, а кто? Хорошо, образовательная организация выдала диплом. Он приходит ко мне, менеджер. Есть такая профессия? Я думаю, нет.
И никогда ее... Это пусть там где-нибудь в другом месте, в Америке там, или где-то еще. Ну, в общем, вот такие дела, чтобы не углубляться в эту ситуацию и, так сказать, не напрягать многих, потому что мне эту информацию... Ну, все ее знают прекрасно. Я вот буквально недавно был в СГУ, и там этот момент обсуждался, все говорят, что мы там вкладываем и так далее и тому подобное. Я говорю, хорошо, вот работодатели должны, хорошо, мы должны. Но я не буду отвечать, что мы там заплатили налоги, а вы занимаетесь, вот мы вам даем деньги, а вы уже занимаетесь образованием детей, там, подрастающего поколения. Если говорить сегодня об образовании, там, СПО, школа, ну, школа еще ладно. Хотя школа очень важна с 14 лет, я думаю, не раньше. Ну, 13, может быть. Сейчас все развивается. Век технологий, информационных, как говорят, да? Хотя это тоже еще не факт, что это полезно. В полной мере, как сегодня иногда преподносится. Так вот, с этого времени и нужно заниматься профориентацией. Это очень важно. И вот этой профориентацией должны заниматься, естественно, обученные люди, которые знают, как это делать. Вот. Потому что опять возлагать на педагога, на учителя эту проблему, это категорически нельзя. Но это мое мнение. Может, кто-то там, руководство с образования посчитает, что я не так думаю, но, по крайней мере, я думаю, по крайней мере, так. И я считаю, что я точно прав. Если придет сегодня тот же наставник с производства, я понимаю, что будет больше толка. И в части той же профориентации. Когда придет человек и будет видеть вот этих 30-20 пар глаз перед собой, и каждого спросит, кем он хочет стать, потому что он сегодня хочет быть пожарником, а завтра, проведя с ними какую-то определенную работу, и не забывая о том, мы должны думать о той территории, где мы находимся, потому что это наша Родина, и мы должны о ней думать. Вот, что мы должны заполнить этими людьми, эти рабочие места, которые мы поможем, вернее, мы постараемся создать и создадим для этих ребят. Вот. И он должен сориентироваться. В итоге, ну, понятно, что проходит время, и он уже не пожарник, а условно повар или водитель, или инженер, или программист, ну и так далее. Поэтому, если же вопросов как бы ко мне нет, я думаю, я немножко отвлекся, но это все в тему. Эта тема очень важная, потому что, ну, признаться, и много, не то что противников, нет, противников так слово говорить нельзя. Вот. Ну, это может быть тема отдельного разговора, потому что я, может быть, слишком категоричен в этой части, но, по крайней мере, это мое мнение, которое я буду постоянно отстаивать. Поэтому наша задача сегодня, если какие-то нюансы есть, и вы обратитесь в Республиканский методический центр, я думаю, что мы ту информацию, которую имеем, мы ее сконцентрируем, мы ее адаптируем в один документ, мы покажем это все нашему Министерству труда, чтобы они были в курсе, вот, то, что мы делаем. Ну, естественно, вот этим организациям, которые в списке нам дали, системообразующих, мы направим полностью всю информацию по всем центрам оценки квалификации, экзаменационным центрам, которые могут проводить независимую оценку. Ну, у меня пока все. Спасибо. Если вопросов нет, я думаю, все. Так, а как выключить? Какие-то вопросы? Что не так? А? Все так. Всё так. Когда Минтруд повернется? Что мы Почему? Александр Петрович, это получается, значит, рабочая встреча руководителей РЛЦ «Прирост», руководителей центров оценки квалификации, экзаменационных центров, ну, в режиме ВКС, да? Ну, вот писали, но мне писал только Кожукова. Ну, я иду в Ну, там запись. кто-то Я еще не может знаю, как присутствовать. выключить. А? Там же еще, наверное, кто-то присутствует. Да? Там же вот Там еще. присутствовал в Москве, с Москвы и техникум. Ну, то есть это не с центрами оценки квалификации. У НАКС, Центры? НАКС, Коми, Нет. все центры. Это ЦОК. Ну вот. Значит, получается, на какую тему? Можно выключить, да?